В России вообще есть бытовой сексизм? Я, конечно, это на себе чуть-чуть прочувствовала, но мне кажется, это скоро исчезнет, ведь девушки ломают стереотипы. Я тому пример. Просто надо взять и показать то, что ты это можешь делать, и надо отлично делать. Пускай они упадут там, будут в шоке. 20-летняя Алия Фатхиева родом из Нефтекамска. В этом году студентка 4-го курса Башкирского аграрного университета приехала на практику в Буздякский район. Изучив теорию на механическом факультете, девушка впервые села за руль комбайна и все лето собирала урожай горчицы, пшеницы и многих других культур. Первая сборка урожая на комбайне. Как это было? Это незабываемое впечатление, наверное, на всю жизнь. Начинали мы заполнять накладные, бумажной волокитой занимались, потом перешли к ремонту комбайна, его сборке, и сейчас вот уже в поле самой проходить на практику за штурвалом комбайна, это прям вообще эмоции зашкаливают. Опыт вождения вообще был у меня после 2-го курса, когда мы сдавали на права. И тогда я уже поняла, что это огромная махина. И когда мне предложили здесь на практике пересесть, я поначалу испугалась. Но пройдя стажировку под руководством опытных комбайнеров, я поняла, что все не так уж и сложно, и все в моих руках. Как у вас родные вообще отреагировали на такой выбор профессии? Как они отнеслись к этому? Родные отнеслись очень даже с энтузиазмом, ведь моя родная прабабушка была первой трактористкой на селе, а мой родной дедушка как раз-таки заканчивал аграрный, тогда еще назывался факультет механизации сельского хозяйства. То есть где-то внутри у меня проснулось вот это, и я захотела продолжить этим заниматься. Ну хорошо, вот родные поддержали, да? Это такое семейное дело, передающееся из поколения в поколение уже, можно сказать. А окружающие как реагируют, что вы работаете на комбайне? У них вот такие круглые глаза, рот открывается вот так вот. Минута молчания, наверное, потом спрашивают, а это что, правда? Был забавный случай, когда надо было выгружаться, и приехал незнакомый камазист Чешмов. Я ему пытаюсь объяснить, говорю, если я подъеду к вам выгружаться, вы, говорю, мне подскажите, как мне подъехать, чтобы ровно стать. Он так стоит, молчит, ладно, говорит, потом ничего не понял, я понимаю. Он говорит, что? Я ему говорю, ну вы камазист, да, я комбайнер. Говорю, подскажите мне, как ровно подъехать. Он тоже очень удивился, но в итоге у него не выгружался. Другие тоже комбайнеры, когда и камазисты подъезжали, говорили, я всякое, конечно, в жизни видел, но девушку-комбайнера еще не видел. Несмотря на общее удивление при первом знакомстве, Алия говорит, что коллеги-мужчины всегда приходят на помощь единственной женщине в коллективе. Сначала мне, я так почувствовала, что они несерьезно отнеслись, наверное, подумала, день покатается, там 2, это все-таки не ее, а потом поняли то, что я горю желанием, и когда у меня вот какая-нибудь поломка или что-то по рации говоришь, сразу же останавливаются и подходят, помогают, подсказывают, что надо заменить или как это устранить. Вот такая то. Поступив в аграрный университет, я понимала то, что мне придется столкнуться с сельским хозяйством, то, что надо будет это узнать, попробовать. И вот поэтому я приехала на практику в сельскую местность, чтобы на себе ощутить, как живут здесь люди, в чем эта разница с городом, и потом уже сделать выводы и планировать свою дальнейшую жизнь, где оставаться, в городе или же, может, в сельском хозяйстве. В сельской местности очень даже хорошо, чистый воздух, просторы. Смотрите, какая красота кругом. А ведь в городе там сплошные дома, деревья, тем более сейчас часто вырубают деревья. Жить в сельской местности можно, только здесь единственное нет выходных. Рабочий день начинается в 8:30. Приходишь к комбайну, подготавливаешь его к выезду. В чем заключается подготовка? Это продувка всех основных узлов, двигателя, воздушного фильтра. Потом проходит смазка рабочих органов, это жатки, измельчителя и шкивов. И потом происходит заправка. После этого осуществляется выезд на поле. У нас он происходил примерно в 10 утра. И работаем, пока агроном не скажет «хватит». Обычно рабочий день заканчивался в 9 вечера. Я правильно понимаю, что работа есть только тогда, когда поспевают урожай и сезон начинается? Да, работа комбайнера – это сезонная работа, и она зависит от приветливых солнечных дней. Когда же солнце, у нас рабочий день без остановки происходит, а когда дожди, работы нет, и получается день пройден впустую. Ну и у вас зарплата, соответственно, зависит от того, сколько насобирали тонн, да? Да, зарплата наша зависит от бункеров. Сколько сделал бункеров, столько и получишь.
А были люди, которые говорили, что это совсем не женская профессия, и лучше заняться чем-то более простым? Были, конечно, говорят: Алия, но разве это ты всю жизнь хочешь с этим связать? Я говорю, я не хочу с этим всю жизнь связать, но, как говорится, вот хороший начальник тот, который поднимается снизу. Если ты с самого низа все это потихоньку узнаешь, то ты потом, когда будешь руководить, уже будешь легко понимать, где поломка, что ему надо, и сам даже можешь подойти и подсказать. А если, хоп, тебя сразу поставили начальником, ты же ничего не знаешь. Сельское хозяйство в России, оно развивается или осталось на том же уровне, что и было в 90-х? Мне кажется, оно шагнуло далеко вперед. С каждым годом появляется новая техника, что облегчает труд сельского населения. Даже взять те же самые комбайны. Раньше были нивы, там люди работали с открытыми дверями, без кондиционеров. Это же очень тяжело в жару особенно. А сейчас посмотрите, шикарный салон, кондиционер, музыка, свет, все, что надо для работы. Я хотела бы остаться у себя на родине и думаю, чтобы наша дальнейшая жизнь складывалась хорошо и мирно, надо развивать национальные связи и не враждовать со странами, не выяснять какие-то там проблемы, а стараться их мирно решить, и чтобы наши дети, внуки потом также дружили и общались не только с семьями, республиками, но также с странами. Ведь так намного интереснее жить, когда ты знакомишься с новыми людьми, путешествуешь. Вот это мои мечты. Эльнара Хасанова и Роман Нугуманов, телеканал ЮТВ.